Просторное помещение, хорошая акустика, а главное – собственное рабочее место. В центре ФАР состоялось открытие нового зала. Теперь Национальный оркестр народных инструментов республики будет репетировать в комфортных условиях. Мы работали там на радио 3 года без отопления. Представьте себе, всю зиму без отопления. А потом нас перебросили вон в костюмерный цех Дегорского театра. А сейчас у нас большой праздник. Есть разница, большая разница. И мы с удовольствием работаем. И я думаю, что вот этот коллектив всю жизнь будет носить народу очень приятные эмоции. Госоркестр на протяжении долгих лет является хранителем национальной самобытной музыки. Участники коллектива играют на старинных остинских инструментах. Также в репертуаре классические произведения и музыка народов Кавказа. Вопрос о собственном помещении для коллектива долгое время оставался открытым. Решить проблему удалось при поддержке Республиканского министерства культуры. Я думаю, что для всех, кто душой болел за судьбу этого коллектива, кого на самом деле беспокоило, где они будут работать, в каких условиях, я думаю, что все мы должны сегодня быть рады тому, что найдено вот такое кардинальное решение. Безусловно, оно стало возможно только благодаря тому, что Этемир Азамбекович и Сергей Кельминович постоянно предлагали различные варианты, мы их рассматривали, но потом вот остановились вот на этом, и я думаю, что сегодняшняя встреча показала, что довольны должны быть все. На встрече были затронуты вопросы о подготовке новых кадров, оснащении зала современными инструментами и открытии собственной студии звукозаписи. По словам художественного руководителя оркестра Булата Газданова, в планах у коллектива проведение камерных вечеров. Мадина Сханова, Шалват Домбаев, Осетия ТВ.